мамы и папы хотят, чтобы их ребенок вырос здоровым, сильным и ловким. И, конечно, все знают, что эти качества развивает спорт. Так что прививать любовь к физическим упражнениям нужно с самого раннего детства. Уже с 4 лет ребенка можно отдавать в спортивные секции, которые будут воспитывать в ребенке чувство ответственности и приучать к дисциплине. Главное, чтобы малыш выбрал то, что ему нравится и подходит. А помогут в этом наглядные дидактические пособия серии «Школа семи гномов. Рассказы по картинкам». Это пособие познакомит ребенка с летними видами спорта – боксом, теннисом, футболом, художественной гимнастикой, плаванием, велоспортом и легкой атлетикой. Работа по картинкам поможет малышу легче выбрать для себя то, что ему по душе. Зима дарит много чудесных возможностей тем, кто любит активную жизнь, хочет быть сильным, здоровым и бодрым. Может, ваш малыш решил стать лыжником или хоккеистом? Данное пособие расскажет малышу, какие бывают зимние виды спорта. Ну а чтобы вырасти настоящим спортсменом, каждый ребенок должен соблюдать распорядок дня. Если маленький человечек в детстве привыкнет правильно проводить день, вовремя делать все необходимое, ему будет гораздо легче четко организовывать свое время, когда он станет взрослым. А вот и наши чемпионы. Победители получают медали, которые можно найти в книге «Быстрее, выше, сильнее». В этой книге малыш может закрепить полученные знания, а также узнать про Олимпийские игры, легкую атлетику, водный стадион. В центре картинок сюжет об одном виде спорта, а на полях его атрибуты. А в конце книги с помощью красочных наклеек малыш должен правильно назвать изображенных спортсменов и определить, относится данный вид спорта к зимнему или летнему виду. Кроме того, в книге есть спортивный дневник. Так что можно провести настоящую олимпиаду, а самый выносливый и сильный награждается дипломом. А пока наши маленькие спортсмены тренируются, мы отправляемся в гости к семье, где нам расскажут, чему еще можно научиться со школы семи гномов. А в гостях мы у Вовы. Ему 3 годика. Вова совсем недавно начал заниматься по книгам школы семи гномов, но ему они уже очень понравились. И он захотел нам показать, как хорошо у него получается вырезать из бумаги с книгой серии «Искусство детям». Вырезание из бумаги является одним из видов декоративно-прикладного искусства. Знакомство с традициями вырезания узоров из бумаги развивает творческие способности детей, художественный вкус и приобщает их к искусству. В данном пособии дети смогут познакомиться с наиболее простыми узорами из бумаги и освоить начальные приемы вырезания. В книге уже есть бумага, из которой можно вырезать. На ней нанесены контурные линии, по которым нужно делать сгибы и вырезы. Закончив работу, нужно развернуть изделие и сравнить с изображением с книги. А Вова оформил все это в красивую картину. Освоив простые приемы вырезания, дети смогут придумывать и свои узоры. Нам очень нравится заниматься по книжкам школы семи гномов, потому что это очень познавательно, поучительно. По этим книжкам можно вырезать, рисовать, лепить. Есть рекомендации для родителей, чтобы правильно направлять ребенка, чтобы он выполнял задания так, как нужно. Такие красочные альбомы для развития творчества вашего малыша можно приобрести в магазине «Школа семи гномов» по улице Красноармейская, 43, здание Дома быта. Кроме того, в магазине представлена целая серия книг «Забавные истории», где малыш знает о добром и храбром щенке по имени Дружок, как мальчик Ваня проводит день, чем он занимается, что любит кушать, с кем дружит и ходит на прогулку. Познакомится с животными и узнает, что любопытный зайка видел на прогулке. Каждую страничку можно отогнуть и увидеть на картинке, что же произошло с персонажами и как закончилась история. А мы напоминаем, что Центр дошкольного развития школы семи гномов продолжает набор маленьких учеников. Записаться на занятия можно по телефону 42 54 07. В следующей программе «Школы семи гномов» знакомим малышей с окружающим миром, учим быть заботливыми и внимательными к природе. В серии наглядных дидактических пособий расскажем детям о насекомых, деревьях и ягодах. В следующую среду в 18:50 на СТС АЛА ТВ.